Шокла Панбзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 17-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара. Автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызша. Напоминаю вам, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызша и Алашара во всех социальных сетях. Подписывайтесь на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызша, ставьте лайки, комментируйте видео. Итак, приступим к сегодняшнему занятию. У нас с вами сегодня по плану правила чтения. В первую очередь хочу сообщить, что мы с вами разучим, как произносятся звуки х, г, х и в. Дальше отрепетируем их правильное произношение с помощью скороговорок и закрепим пройденный материал с помощью письменного упражнения. Итак, давайте не будем откладывать и сразу приступим к работе. Правила чтения – это первый раздел сегодняшнего занятия. Правила чтения на абазинском языке ахаровка рагабхаща. Ахаровка рагабхаща. Давайте сейчас все вместе повторим. Ахаровка рагабхаща. Ахаровка рагабхаща. И давайте теперь обратим внимание на то, какие буквы нас интересуют в этих двух словах. В первую очередь мы встречаем букву Х. Да? Буква Х, как мы видим, пишется как Х палочка. Х палочка. Значит, у нас есть слово подсказка, которое помогает нам запомнить произношение этой буквы. Это слово груша. Ха. Груша. Ха. Давайте еще раз повторим. Буква, которая пишется как Х с палочкой, произносится как в слове груша. Ха. Вот так вот легко можно запомнить. Дальше в слове ахаровка мы встречаем звук К. Давайте попробуем самостоятельно вспомнить, с помощью какого слова мы запоминаем произношение звука К. А пока я вам напомню, что звук К пишется как К, В. А запоминаем мы его произношение с помощью слова крыша. Как говорится крыша на абазинском языке? К. Да? К. Пишется вот так. К, В, И. К. Давайте теперь разберем слово рагабхаща. Рагабхаща. Первый звук, который мы здесь встречаем, первый интересный звук, это звук г. Г. Обратите внимание, как пишется этот звук. Как г палочка. Да? Г палочка. Теперь давайте вспомним, какое у нас есть слово, с помощью которого мы запоминаем произношение звука «г». Вот, подсказываю. «Г» – «гапн», «гапн». На абазинском это весна, да? «Гапн» – весна. Не забывайте писать то, что вы видите на экране, переписывать в тетрадке, кто занимается серьезно. И кто у нас присутствует на занятии, давайте не будем тратить время зря и будем писать в комментариях, чтобы я тоже видела, что вы трудитесь, и мы плодотворно проводили наше совместное занятие. Итак, давайте пишем в комментариях ахаровка рагабхаща, ха груша, к крыша, гапн весна. Поехали дальше, значит. Первый звук, который мы сегодня с вами будем осваивать, это звук Х. Звук Х. Смотрите, что нужно знать о произношении звука Х.
он произносится примерно так же, как немецкая или английская буква, которая пишется как H. Да? Только голосовые связки чуть уже, и выдыхаемый воздух проходит с большим трением. Например, слово халь – характер, или харф – буква. Харф – буква. Смотрите, еще раз давайте вам повторю. Произносится буква Х. Так, примерно так же похоже. Вот кто учил английский, да, есть в английском слово на букву Х какое? Hen, happy. Ну вот примерно такой звук нас и интересует. Х. А это на английском, да, я немецкий не знаю, я не учила. А Х, звук, который нам нужен на абазинском, он близкий, только он он более долгий, и голосовые связки, они чуть уже. Выдыхаемый воздух проходит с большим трением. Давайте потренируемся. Халь. Повторяйте за мной. Халь. Халь. Видите, не так уж и трудно. Халь. Отталкивайтесь вот от буквы H, да, если вы на английском, если вы изучали английский, просто немножко иначе произносить ее. Халь, харф. Обратите сразу внимание, что пишется эта буква как Х, палочка, да? Тоже несложно запомнить. И еще раз обязательно давайте ассоциацию, которую мы построили с помощью слова груша, тоже не будем терять. Значит, мы запоминаем произношение буквы Х с помощью слова ха, груша. То есть, если мы в тексте где-то встречаем букву Х, палочка, мы сразу вспоминаем, что читается эта буква, как в слове груша. Ха. Да? Вот такая простая ассоциация, но она очень действенная. Так, вроде бы отрепетировали. Да? Давайте еще раз прочитаем и потренируем произношение. Х. Повторяйте прямо за мной. Х. Халь. Х. Халь. Характер. Х. Харф. Х. Харф. Харф. Х. Ха. Х. Ха. Видите, ничего сложного. Если получается как бы не идеально, и вы слышите, что у вас есть акцент, я вас призываю не обращать на это внимание, потому что только через ошибки мы с вами учимся. И только так мы с вами можем достичь хорошего результата. Ничего сложного здесь нету, поэтому вообще не надо много внимания обращать на то, что не идеальное произношение и так далее. Вот мы учим английский всю жизнь и говорим с акцентом, и не переживаем из-за этого, правильно? А это родной язык. Нам тут самое главное начать говорить. Все остальное придет со временем. Теперь у нас на очереди буква Г. Буква Г. Давайте пробуйте. Пробуйте произносить Г, как в слове гапн. Гапн. Гапн – это весна. Мы с вами уже запомнили, да? Мы не раз встречали это слово. Амга – обувь. Опять слышите звук Г в слове амга. Вот он какой звук. Теперь, что надо знать про его произношение? Звук Г, он похож на звук Х, да? Только он произносится чуть звонче. Вот Х, слушайте, да, как? А Г, тоже связки работают очень похоже, только чуть звонче. Х, халь, Г, гапн, Г, гапн. Давайте потренируемся еще раз. Х, как от английского звука. Х, от английского звука, как, например, в слове happy, Х, да, как бы такой вот Х. А на абазинском получается Х. Чуть-чуть отличается. А от звука Х мы с вами можем образовать звук Г. Просто как бы чуть больше напрягаем связки. Чуть больше, чуть звонче.
как бы немножко тяжело будет, но это все вопрос практики, ничего страшного. Так что не стремитесь, чтобы сразу все получилось идеально. Гапн амга. Давайте теперь еще раз произнесем слова гапн – весна, амга. Гапн амга. Соответственно, весна и обувь. Еще раз напомню, что букву Г мы запоминаем с помощью слова гапн. Да? Вот повторяю здесь, потому что чтобы вот ассоциация закрепилась и с картинкой, и со словом, и со звуком. Молодцы. Едем дальше. У нас теперь на очереди следующие два звука. Звук Х. Х. Попробуйте. Х. И еще звук В. Так, что нужно знать про эти звуки? С этими звуками чуть проще. Они просто производятся от звука Г и звука Х. Для того, чтобы их произнести, необходимо немножко округлять губы. Вот вы, например, вот смотрите, произносите звук Х. А чтобы получился звук Х, вы просто начинаете как Х произносить этот звук, да, и немножко округляете губы и, вот тренируйтесь. Х, 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 Х. Есть, да? Можно уловить вот эту вот грань, когда один звук, когда другой. Давайте потренируемся теперь произносить его. Амха, амха, кашель, амха. Теперь звук Г. Звук Г, он производится, это производный звук от звука Г, производится с помощью округления губ. Да? Г, 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 Г. Угу. Молодцы. Теперь смотрите, еще есть у нас парочка слов заготовлено для того, чтобы нам легче было запомнить эти звуки. Чтобы запомнить звук Х, мы можем использовать слово трава, да? Хра. Звук Х мы встречаем в слове амха и еще в слове хра, трава. Пишется звук Х как Х, палочка, В. Х, палочка, В. Запомнили, да? Теперь звук Г пишется как Г, палочка, В. Запоминаем с помощью слова гора, гнездо, гора. Видите, ничего сложного нету, да? Теперь пришло время нам с вами потренироваться в произношении этих звуков. И давайте будем еще писать. Вот смотрите, давайте будем сразу еще записывать, для того, чтобы у нас с вами результат занятия был еще лучше. Итак, сначала у нас заготовлено 3 слова на звук Г. Амга – обувь. Гамта – время. Уага – люди. Уага – люди. Так, амга – обувь. Гамта – время. Уага – люди. Уага. Так, значит, пока вы переписываете этот столбик, я вам зачитываю следующий. Звук Г. Это производный звук от звука Г. Мы с вами это уже знаем. Для того, чтобы нам с вами его правильно произнести, нам нужно произнести его как звук Г, только с округлением губ. Да, вот Г, гора, гнездо, Вга, зеркало, Мга, дорога. Гора, гнездо, Вга, зеркало, Мга, дорога. Угу, молодцы. Очень хорошо. Гора, гнездо, Вга, зеркало, Мга, дорога. Продолжаем занятие. Итак, звук Х. Ахба, старший, Ха, груша, Лмха, ухо. Ахба, старший, Ха, груша, Лмха, ухо. Звук
Х производится от звука Х с помощью округления слов. И слова на этот звук следующие. Хёс – женщина, хёса – слива, хсыса – девушки. Хёс – женщина, хёса – слива, хсыса – девушки. Молодцы. Теперь давайте дальше будем двигаться. Теперь у нас с вами на очереди скороговорки. Скороговорки для того, чтобы мы с вами отрепетировали произношение этих звуков. Прежде чем перейти к самим скороговоркам, давайте вспомним. Во-первых, вспомним, как сказать на абазинском скороговорки. Аласхараква. Аласхараква. Видите, в этом слове мы встречаем звук Х. Это очень удобно, да? Мы сегодня как раз его проходим. Звук Х читается как Х, палочка В. Запоминаем мы его с помощью слова трава. Хра, да? Трава, хра. И еще у нас есть звук К, который мы с вами запоминаем с помощью слова крыша, К. Да? Давайте запишем в комментариях, а кто пишет в тетради, запишет в тетради слово аласхараква скороговорки, слово хра трава, слово К крыша. Угу, молодцы. Теперь вот первая скороговорка. Нетрудно догадаться, что она на звук Г. Видите, сколько раз он встречается нам сегодня в этой скороговорке. Давайте теперь прочитаем. Газизи галеми ягагуа ягадзад. Газизи галеми ягагуа ягадзад. Газиз, Галим – это имена. Ягагуа ягадзад прибежали бегом. Вот такая как бы немножко тавтология, но тем не менее. Давайте потренируемся в произношении. Повторяйте за мной. Газизи галеми ягагуа ягадзад. Ягагуа ягадзад. Теперь, какие мы здесь, значит, видим звуки? Звук Г, естественно, да, встречается здесь не однажды, а много раз. Потом встречаем звук Л. Но это простой звук, мы его легко можем запомнить, как он произносится, как он пишется, потому что это как в русском языке. Л, это значит Л, мягкий знак, да? Дальше мы видим звук В. Ну, мы сегодня его проходим, так что это очень полезное повторение. Потом звук Ц, Дз, Д, З, как в слове вода, да? Вот как раз картинка с водой для того, чтобы нам легче было выстроить ассоциативный ряд и для того, чтобы нам с вами было легче запоминать. Дальше мы видим букву Т, которую мы запоминаем с помощью слова сова. Т. Да, пока мы с вами произносим эти скороговорки, пока вы их переписываете, кто закончил переписывать, можете писать в комментариях свои варианты слов. Сколько вы сможете придумать слов на те буквы, которые выделены в этом тексте. Например, на букву Г, на букву Г, на букву Дз, на букву Т. Пишите, пишите, сколько можете придумать, так будет интереснее всем. Итак, еще раз давайте повторим. Газизи галеми ягагуа ягадзад. Газизи галеми ягагуа ягадзад. Дз – вода, Т – сова. Да? Молодцы. Теперь двигаемся дальше. И цель этой скороговорки – отработать звук Х. Звук Х. Напоминаю вам, что звук Х мы, чтобы нам легче было отрепетировать, да, как бы понять, как произносится этот звук, мы можем помнить, что как бы произносится этот звук примерно так же, как английская буква H, да?
А как она произносится? Как в слове, например, hen, х, да, вот х. А нам нужен звук х, х, ну, очень похоже, только здесь, видите, как чуть голосовые связки мы чуть уже, как бы так вот держим. И выдыхаемый воздух проходит с большим трением, да? Не хен, а халь. Вот, ну, поняли, да, о чем речь. Теперь сама скороговорка. Хасани, харуни, хай-хай, хнай, хай-хит. Хасани, харуни, хай-хай, хнай, хай-хит. Давайте еще раз повторим. Хасани, харуни, хай-хай, хнай, хай-хит. Х. Видите, звук х очень хорошо отрабатывается в этой скороговорке. Помимо буквы х, мы здесь встречаем еще букву п. Да, давайте не будем забывать про остальные буквы. И буква п пишется как п с палочкой. А запоминаем мы ее с помощью слова прп, клюква. Давайте потренируем еще произношение и этого слова тоже. Прп, клюква. Да? Очень хорошо. Дальше мы встречаем дважды звук х. Даже не дважды, трижды, смотрите. Звук х, мы его сегодня как раз проходим. Х, как х, только с округлением губ, да? Х, это одно. Х, тоже вот, ну, заодно потренируемся, раз мы встречаем здесь этот звук. Сразу постараемся его и отработать. И дальше мы встречаем звук т. Звук т, естественно, мы запоминаем с помощью слова сова. Т, да? Хасани, харуни, Хасан, Харун, это имена детей. Хай-хай, хнай, хай-хит. Кричат. Да, 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 конечно, придем. Вот такой вольный перевод. Давайте еще раз попробуем повторить. Хасани, харуни, хай-хай, хнай, хай-хит. Хнай, мы придем. То есть они говорят, что придут. Ехвит, ну, это так как речь идет о детях здесь, ну, это имеется в виду, что они громко кричат, вот как-то вот так себя ведут. Молодцы. Двигаемся дальше. Теперь время повторить и отработать звук «в». Вспоминаем, что звук «в» мы отрабатываем, образуем от звука «г». Г, помните, г с палочкой. Г. Только как мы образуем? Как бы так, округляя губы при произношении. Было у нас г, стало в. В. Просто округляйте губы и вроде как легко получается, да? В. Теперь давайте прочитаем. Пока я читаю, попробуйте тоже повторять за мной. Либо пишите в комментариях те слова, которые вы можете придумать на выделенные буквы. Итак, авералаугумрвян, вян важагиумхян. Авералаугумрвян, вян важагиумхян. Давайте помедленнее постараемся все вместе прочитать. Авералаугумрвян, вян важаги. Умхан. Аверала уг умарвян, вян важаги умхан. Молодцы. Итак, эта скороговорка помогает нам отработать звук «в». Кроме звука «в», который, кстати говоря, еще раз повторим, пишется как «г», палочка «в», мы в этой скороговорке встречаем еще звук «г». Да? В каком слове? «Уг». «Уг». «Г», «в». Да? Это мы уже с вами выучили, это мы с вами знаем. Молодцы. Дальше, значит, встречаем еще звук «ж». Звук «ж» пишется как «ж», «в».
Угу. На звук Ж еще вот предлагаете слово жба 9, да? Молодцы. Очень активные работаете, молодцы. И дальше у нас еще встречается звук Г. Ну, звук Г это легко, да, как в русском языке. Г. Г мягкий знак, это легко и просто. В слове умхан мы встречаем звук Х. На сегодняшнем занятии мы тоже отрабатывали этот звук. Пишется он как Х палочка В, а произносится как Х, да, как в слове трава. Хра, хра. Давайте еще раз повторим. Умхан, хра. Видите как? Ну, несложно, да? А еще раз давайте вспомним, как мы произносим звук Х. То есть мы его производим от звука Х, да? Только при произношении звука Х, хра, мы округляем губы. То есть было у нас Х, и от звука Х мы стараемся округляем губы и получаем звук Х, хра. И звук Ж мы запоминаем с помощью слова Ж. Корова. Так, теперь следующий звук Х, вот как раз таки он, сейчас мы к нему приступим и еще раз его потренируем. Хёли синий црид ехфит ахансфанква раздервит. Хёли синий црид ехфит ахансфанква раздервит. Еще раз прочитаю, попробуйте повторить. Хёли синий црид ехфит ахансфанква раздервит. Угу. Теперь, как видите, эта скороговорка направлена на отработку звука Х. Давайте еще раз повторим, что звук Х мы произносим, образуем его от звука Х, да, с помощью округляя губы. Х, округляем губы, получается Х. Значит, перевожу. Хёли сини – это имена, имеется в виду Хёля и Хсин. Так интересно звучит, когда на русском. Црит – кричат, ехфит – тоже синоним, ну как бы просто очень громко себя ведут, можно сказать, громко кричат, орут. Ахансханква – ну это имеется в виду сплетни. Ерздзервит – слушают их. В слове црит мы видим звук ц. Как пишется звук ц? Как ц палочка, да? Црит. Потом мы видим звук т. Пишется как т палочка. Звук ц мы запоминаем с помощью слова цис, птичка, птица. А можем, какие еще есть слова на звук ц? Попробуйте придумать, вспомнить. На звук ц сколько сможете вспомнить? Цис, цла. Дальше звук т мы запоминаем с помощью слова т, сова. Дальше мы встречаем звук к, ква, дождь, да? К, крыша. Потом встречаем звук дз в слове ерздзервит, ерздзервит. Звук дз пишется как дз, да? Легко это тоже все запомнить. Потом звук в, который мы уже сегодня хорошо отрепетировали. Пишется он как г палочка в. И опять звук т, т как сова. Еще раз давайте прочитаем эту скороговорку. Хёли, сини, црит, ехфит, ахансханква, раздзервит. Хёли, сини, црит, ехфит, ахансханква, раздзервит. Угу. Молодцы. Очень хорошо. Отрепетировали произношение всех 4 звуков. Отлично поработали.
Теперь давайте приступим к закрепляющему упражнению, к переписыванию. Для начала давайте повторим, вспомним, как переписывание на абазинском языке. Аквилгара. Аквилгара. Да? Аквилгара. И давайте сразу вспомним, с помощью каких слов мы запоминаем звуки, которые выделены в этом слове. Звук «х», который пишется как «х» твердый знак, мы запоминаем с помощью слова «шапка». Халпа. Дальше звук «в». Мы сегодня его как раз отрабатываем. Да? С помощью слова «гнездо». «Вяра». А пишется он как «г» палочка «в». Звук «г» как раз сегодня тоже отрабатываем, да, его с помощью слова «агапн» – «весна». А пишется этот звук как «г» палочка. Приступим теперь к группе слов. И давайте эти слова нам с вами нужно переписать. И вот обращая внимание на выделенные звуки. Ахба – старший. Ахба – старший. Дальше. Хан – наша мать. Хан. Хра – трава. Хра – трава. Хар – сеть. Хар – сеть. Хаир – радость. Хяспа – нож. Хяспа – нож. Угу. Давайте запишем. Ахба – старший. Хан – наша мать. Хра – трава. Хар – сеть. Хаир – радость. Хяспа – нож. Угу. Молодцы. Еще раз давайте прочитаем. Будем считать, что вы уже переписали. Теперь давайте прочитаем. Ахба – старший. Хан – наша мать. Хра – трава. Хар. Обратите внимание, как читается буква Х в слове хар. Не как произносится немножко не так, как в русском. Да? Мы не читаем хар, а читаем букву Х в ее звонком варианте. Хар. То же самое в слове хаир. Не хаир, а хаир. Дальше слово нож. Хяспа. Хяспа. Молодцы. Молодцы. Очень хорошо поработали. Отлично переписали, значит, все. Так, молодцы еще раз. Очень хорошо поработали. Теперь подведем итог занятия. Давайте вспомним, что на сегодняшнем занятии мы с вами выучили и отработали произношение звуков «х», как в слове «халь», «г», как в слове «гапн», «х», как в слове «хра», «в», как в слове «вяра» или «вега». Да? Отработали с помощью скороговорок и сделали коротенькое упражнение на переписывание для того, чтобы еще и потренироваться в написании слов на родном языке. Все молодцы, кто работал, кто присутствовал на занятии. Спасибо вам за то, что присутствовали и работали. На этом наше занятие подошло к концу. Хочу вам перед тем, как попрощаться, напомнить, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также во всех социальных сетях групп Абаза БСЖ и Алашара. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза БСЖ. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Аллах тыш сырасхат.